Это актуальное интервью в студии Петр Васильев. Здравствуйте. Министерство имущественных и земельных отношений республики осуществляет предоставление земельных участков, находящихся в государственной собственности региона, включая земельные участки сельхозхозяйственного назначения в собственность, аренду, постоянное пользование, безвозмездное пользование. Об итогах деятельности министерства за прошлый год и задачах на год грядущий мы сегодня поговорим. Гость у нас в студии Павел Багананов, министр имущественных и земельных отношений Республики Саха-Якутия. Павел Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. Я предлагаю для начала подвести итоги уходящего 2023 года, особенно в рамках федеральной программы «Национальная система пространственных данных». Вот каковы итоги здесь, особенно в муниципалитетах? В соответствии со стратегией социально-экономического развития Республики Саха-Якутия, утвержденной главой республики Александром Сергеевичем Николаевым в декабре 2018 года, проводятся комплексные кадастровые работы в республике в рамках развития земельных ресурсов в муниципальных районах. В частности, в 2023 году было проведены комплексные кадастровые работы в 164 кадастровых кварталах в 15 муниципальных районах. Финансирование было предусмотрено с федерального бюджета, с республиканского и местного. Итого порядка свыше 52 миллионов рублей было предусмотрено на данные мероприятия. Было проведено они в 15 муниципальных образованиях, как я сказал. Это у нас в городе Якутске, Верхневилюйском, Верхоянском, Горном, Кобяйском, Мегино-Кангаласском, Намском, Нюрбинском, Алекминском, Оленёкском, Сунтарском, Устьянском, Хангаласском, Ленском и Вилюйском. Что касается 2024 года, на данные мероприятия комплексной кадастровой работы предусмотрено свыше 64 миллионов рублей. Из них 44 миллиона – это субсидии с федерального бюджета, 8 миллионов рублей – это софинансирование местных бюджетов и порядка 12 миллионов рублей – это средства государственного бюджета республики. Сейчас у нас проходит конкурсный отбор в муниципальных образованиях по отбору подрядчиков, которые будут проводить данные работы кадастровые. Мы планируем провести в 19 муниципальных образованиях данные работы и задействовать 251 кадастровый кварт. В общем, планы более чем обширные на грядущий год. Если я не ошибаюсь, в декабре прошлого года внесли изменения в закон республики о порядке предоставления земельных участков, в том числе и участникам специальной военной операции. Вот расскажите в этом направлении, какая работа была проведена. Да, по поручению президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина мы в декабре месяце внесли изменения в Земельный кодекс для того, чтобы участники специальной военной операции, те, которые лица имеют удостоверение ветерана боевых действий СВО, туда у нас подпадают военнослужащие, контрактники, мобилизованные, добровольцы, также граждане, служащие в Росгвардии, которые также проводили мероприятия в зоне СВО. Для того, чтобы получить земельный участок, данному гражданину необходимо подать заявление в муниципальное образование, либо в городской округ, либо в бумажном носителе, либо по системе интернет, либо через многофункциональный центр МФЦ. Пакет документов он минимальный. Также у нас полагается не только участникам СВО, но и семьям, близким родственникам погибшим, к сожалению, в специальной военной операции. Это близкие родственники, подпадают супруга, супруг, находящийся в законном браке, либо родители, либо несовершеннолетние дети. Вы упомянули пакет документов необходимый, сказали, что он должен быть минимальным. Если коротко, что самое главное необходимо собрать для подачи? Копия паспорта, копия удостоверения, то, что он участник, ветеран боевых действий СВО, доверенность, если подает документы иное лицо, также состав члена семьи, то есть там и заявление о разрешении на обработку персональных данных. Павел Николаевич, есть ли еще какие-то изменения в этом году в порядке предоставления земельных участков? Мы сейчас не говорим о участниках специальной военной операции для граждан. Какие-то нововведения, может быть? Нововведений таких нет. У нас самое основное нововведение это для граждан, именно участвующих в СВО, ветеранах
Вот для них основной упор делается. При поступлении заявления в муниципальное образование муниципалитет должен сформировать перечень земельных участков, также список именно участников составить, подать заявление, не заявление, а направить запросы в Министерство обороны, чтобы подтвердить, что действительно данное лицо является участником СВО ветераном. И после этого уже формируется земельный участок. А в течение какого времени предоставляется земельный участок? Какой срок? Срок у нас расписано по срокам в течение 15 дней при поступлении муниципалитет рассматривает, делает запросы. Потом после формирования земельных участков в течение 10 дней он должен уведомить участника СВО, что есть участок, и на выбор предоставить ему. Ну, время может занять по формированию земельного участка и вот эти запросы в Минобороны. На сегодня мы подписываем соглашение с Минобороны, с Росгвардией России, так как земельные участки будут выдаваться как муниципальной, государственной собственностью и переданные с федеральной собственности, которые находились в оперативном управлении Минобороны и Росгвардии. Павел Николаевич, министерство также работает активно с корпоративным сектором, вот, с вопросами корпоративного сектора. Что это за сектор и сколько дивидендов от крупнейших компаний было получено в результате их работы? Ну, на сегодня в республике имеется 50 хозяйствующих субъектов в уставном капитале в доле государства, которое является акционером. Министерство имущественных и земельных отношений представляет акционера в лице МИЗО, и мы проводим работу по корпоративному управлению данных акционерных обществ. По итогам 2023 года было проведено порядка 511 корпоративных мероприятий в данных акционерных обществах. В июне 2023 года проведены общие собрания акционеров, по итогам которых было принято решение о выплате дивидендов. Ну, если сказать за минусом акционерной компании «Алроса», остальные акционерные общества заплатили дивидендов в государственный бюджет порядка 230 миллионов рублей. Это порядка в 3 раза больше плана. Мы планировали, что 81 миллион рублей поступит в республиканский бюджет от этих хозобществ. По итогам первого полугодия 2023 года акционерной компании «Алроса» было принято решение о выплате дивидендов. И они были выплачены дивиденды 6 миллиардов 900 в государственном бюджете республики. Итого, с учетом всех поступлений дивидендов от всех хозобществ, в республику поступило 7 миллиардов 170 миллионов рублей. Ну, то есть, правильно ли я понимаю, это вопрос предоставления земельных участков крупным промышленным и не только компаниям, в принципе, крупным компаниям, да? Ну, нет, это маленько другое направление. Министерство имущественных и земельных отношений работает, ведет политику в области земельных и имущественных отношений и в корпоративном управлении. Вот теперь понятнее. Еще одна важная тема – это предоставление земельных участков многодетным семьям. И как обстоят здесь дела, и в каких районах республики активнее всего идет процесс выдачи участков многодетным? Да, у нас МИЗО ведет мониторинг по выдаче муниципальными образованиями земельных участков многодетным семьям от 3 и более детей. На данный момент потребности порядка 15 тысяч семей стоят в очереди. За 2023 год было выдано 541 земельный участок. План был 400, но 141 земельный участок перевыполнили план. Самое наибольшее количество земельных участков было выдано в Нюрбинском улусе, 94 земельных участка, в городе Якутске 90 земельных участков, в Намском и Черепчинских улусах по 60 участков и в остальных. Вы сказали 15 тысяч заявлений. А какой план на этот год? Ежегодно у нас 400, но в данное время муниципальным образованием ведется работа по вовлечению земельных участков, так как вокруг населенных пунктов у нас лесной фонд. И продолжительное время занимает перевод с лесного фонда земельных участков в
фонды поселений, земельных участков, ну, поселений, которые можно будет дальше уже межевать и предоставлять многодетным семьям. А есть ли возможность получить денежную компенсацию, если граждане, допустим, имеющие 3 и более детей, откажутся от земельного участка? Да, с прошлого года такая возможность появилась. Если семья нету в планах осваивать земельный участок, могут получить компенсацию в размере 200 тысяч рублей. Кстати, 1979 семей уже воспользовались данной компенсацией. Это можно сделать через Управление социальной защиты Минтруда Республики. Это все возможно. То есть, насколько я понимаю, размер вот этой компенсации, он равносилен стоимости этого земельного участка? Или... Ну, А как она определяется тогда? Это было определено расчетным методом, примерно средняя стоимость. А саму компенсацию ее можно тратить как заблагорассудится или же на какие-то... Нет, есть основные направления. Это приобретение, гашение недвижимости, ипотеки, учеба. Ну, это примерно как... С капиталами, да, которые выдаются. семейный капитал. В заключение, наверное, хочу спросить, какие документы необходимо собрать и как долго длится процедура вот именно выдачи участка многодетным? Ну, также все документы подаются в муниципальное образование. Там также формируются списки, формируется перечень земельных участков. Ну, как я сказал, что в связи с тем, что есть дефицит земельных участков, просто все стараются, подают в городе Якутске, тут тоже мы ограничены. Поэтому есть очередь. Ну, а бумажная волокита, она сведена к минимуму, насколько я понимаю. Да, там, в принципе. Ну, и я думаю, это один из главных и важных показателей работы министерства. Павел Николаевич, спасибо, что пришли к нам в студию и ответили на наши вопросы. Спасибо. Ну, я напомню, это было актуальное интервью. Оставайтесь с нами.